Сегодня мы начинаем цикл бесед с архиархимандритом Илием, известным духовником нашего времени, человеком, которому за словом любви, утешения, совета, наставления приезжают люди из разных уголков России. Намечая темы для разговора, отец Илий хотел затронуть самые важные вопросы, те, которые чаще других задают люди священнику. Эти вопросы иногда называют вечными. Один из таких вопросов о смысле жизни. Зачем человек живет на земле? Батюшка, вот я думаю, что вам не однажды задавали этот вопрос. Конечно, мы настолько должны понять то, что, какие бы ни были жизненные условия, жизненные обстоятельства наши, и какие наши были возможности в этой жизни, мы неизбежно уходим из этого мира. И если задуматься, то слишком коротка наша эта жизнь. И если только касаться, иметь понятие о временном нашем пребывании в этом мире, то просто получается бессмыслица. Вы знаете, Пушкина слова «Жизнь напрасна, жизнь случайна». То есть страсти, горе, увечья, порой всякие масса болезней, они просто человека надрывают, и человек приходит порой в отчаяние и думает, что для чего я живу, и он задумывается. И кажется, порой думает, что все это так слабо, так жизни неустойчиво и слаба. Конечно, бывает, что люди с внешней стороны, как бы счастливцы, проживают в достатке, в изобилии. Но, однако, если заглянуть в их душу, может быть, самый такой с внешней стороны несчастный человек гораздо крепче душой и доволен, нежели тот, который живет такого, как с внешней стороны, счастливым. Конечно, то есть достаточно ясно, это не об этом, конечно, очень много говорит литература, конечно. Батюшка, вот скажите, что значит заботиться о душе? Вот что входит в это понятие, и что значит само слово «душа»? Человек имеет две субстанции свои. Творение Божие и Господин, который Господь им дал власть, как бы человек создал, как последнего человек создал, думал дыхание жизни его, тела. И человек, конечно, первый, который вышел из рук Творца, первозданные родители, прародители наши Адам и Ева, они исключительно были в состоянии, которые нам даже и вообще не представить их как духовное и физическое состояние. Этот человек создан был для бессмертия, для вечности. Считается, что человек создан по образу и подобию Божию.
Вот в чем, батюшка, это выражается? Образ Божий то, что как Бог, разумное и духовное существо, Бог. И, конечно, никакой сравнения нет равенства с Богом человека, но вот образ его дан именно, то есть его свободным, разумным и духовном состоянии человека. Подобие, конечно, то есть так же, как Бог, действующий, чтобы приобретает, конечно, в дальнейшем приобретает, что будет совершенствование. Если Бог всесовершенный, всемогущий и вседовольный, то свое как бы для Бога было дано дальше привлечение к пути совершенный, сказано, как Отец Небесный совершен есть. И если человек не нарушил бы заповедь Божию, то он бы так и был, оставался бессмертным. Личность, в личности Бог лично прежде всего. Вот. И человек душой как проявляется как личность, то есть в разуме, воле, чувствах. Вот это. И это ясно, конечно, если Бог вообще, конечно, непостижимый в своем существе и не ограничен в пространстве и времени, но человек как личность, он и ограниченный в своем личности. Батюшка, вот иногда говорят, смерть души. Может ли в то время, когда человек еще жив, душа его умереть? И когда вот это происходит? Но смерть уже в этом грехе от нарушения заповеди Божией, он душой как бы потерял то состояние, и он, если он непосредственно первоначально был, общался с Богом, то дальше он отошел, как бы потерял связь, он уже Богом. И поэтому как бы стал смертным, смерть души. Смерть в том, что его потери того состояния, которое он приобрел, ему дано было вначале. Так и ныне, когда новый Спаситель избавил от греха, проклятия и смерти, то человек может, особенно крещенный человек, он может возрастать, восходить, приобретать то состояние, которое для него приобретается, соединяет его с Богом. Вот. И он через молитву, через веру, если доброй, нравственной жизни, он восходит, лишь приближается к Богу. То есть его жизнь, период его, нынешний период его жизни, он дает возможность снова приобретать вечную жизнь. Но поскольку тело уже, оно, что человек смертный, стал смертным через от падения двух грехов вошел в природу человека, то он получает задатки несовершенства. И поэтому он умирает телом. Но тело все равно получает как субстанции физической части его какой-то. Но мы знаем, что человек приобретает благодать Божию. Вот в останках даже действует благодать. Вот мы в православной церкви, мы знаем
сохранение мощей. Человек обращается к своей душе. Душе моя, что спише, конец приближается. Получается, что тело и душа живут обособленно. Вот как сделать, чтобы они жили гармонично? Когда человек ранит тело, естественно, болит прежде всего телесная природа заключается. И, конечно, и душа, человек вместе, в общем, испытывает эту болезнь. Болезней у нас достаточно много, вот, и случайных и порой вот, заболеваний наших, вот, длительных болезней и временных. Вот это, конечно, человек видит, в этом замечает. Но не исключена всегда у нас болезни нашей души, когда человек испытывает большую скорбь, обиду, когда его обижают, когда его где-то или он скорбит о потере родственников, о смерти близких. Здесь уже ясно душа, духовные проявления его. Здесь высказывается именно душа. У Иоанна Христианкина очень много об этом сказано, да вообще в нашей литературе ясно. Да. Вот поэтому наше проявление как субстанции души, это нам, конечно, достаточно. Если кто живет такой порядочной жизнью, он всегда это заметит. Наш сегодняшний разговор с архиемандритом Илием о жизни, о человеческой душе, о вечности мы завершаем напутствием всем тем, кто стремится жить с Богом, по Божьим заповедям и законам. Батюшка, хотелось бы услышать ваши пожелания. Да, пожелание, чтобы мы больше обращались к нашей вере, были достаточно крепкими православными людьми, чтобы наша жизнь, она жила по тем заповедям, которые вас указывает Господь в Божественном откровении, в Святом Евангелии и нашей учению нашей православной христианской русской нашей церкви. Чтобы тогда она будет у нас все последовательность нашего доброго жизни и наши все скорби, которые постигающие болезни, недостатки нашей жизни, скудости, трудности, они будут растворяться в вере, когда мы поймем, что с нами Господь. Господь всегда близок к нам, Он всегда поможет нам, только было в нашей благочестивой христианской жизни православной. Вот тогда и, конечно, не будем отчаиваться, не будем слишком сетовать за наше то, что нас неизбежно нас иногда постигает и огорчает. И можно сказать, чтобы мы всегда могли сказать: слава Богу за все, за скорбь и за радость.